Новоалексеевский дом культуры находится в условиях непригодных для занятий. Ремонтные работы там не проводились уже в течение 7 лет. В клубе действует 3 народных ансамбля, из них 2 крымско-татарских. Детали в сюжете Гульсум Халиловой. Новоалексеевскому дому культуры уже более 50 лет. Последний раз ремонтные работы здесь проводились в 2008 году. На данный момент в помещении протекает потолок, потресканы стены, в зрительном зале вовсе нет отопления. Надежда Ивановна, коренная жительница ПГТ Новоалексеевка, говорит, дом культуры в плачевном состоянии. В связи с этим дети перестают ходить на занятия. И опять в зале у нас не отапливается, опять у нас в зале нужно делать ремонт, потому что течет, уже потрескалось все. Отопление сделали частично, там, где детки должны заниматься танцами. И за последние годы, когда у нас стал директором Асан, то он, как директор, он даже не знает своих функций. Человек не знает элементарных вещей. Понимаете, как он может работать директором клуба, если он не знает своих профессиональных, так скажем, или функциональных обязанностей. Уже как 1,5 года директором клуба является Асан Алиев, бывший председатель регионального меджлиса Херсонской области. По его словам, ремонтные работы не проводятся в связи с отсутствием финансирования. Проблема финансирования. Вот, у нас, к сожалению, культура, она как бы, после всего идет. Вот. Но, тем не менее, у нас была сессия, первая сессия, и там, в принципе, нам определили строительную компанию, которая будет это делать. Вы видите, да, вот клуб в каком состоянии, поэтому будет перекрываться крыша. Работники Дома культуры также жалуются. Костюмам уже более 10 лет. Аппаратура старая, в зале своими силами пытаются навести порядок. Уже древнее, надо менять. Не помешало бы нам что-нибудь новенькое. Мы своими силами хотим навести порядок, красоту какую-то. По словам председателя Новоалексеевского поселкового совета, они уже заключили договор со строительной компанией. Обещают, в скором времени начнутся ремонтные работы. Делать в ближайшее время ремонт. Там надо цоколь подделать в одном месте, надо фасад сделать нормальный вид. На это все деньги есть. К сожалению, они были в том году, но мы их не могли использовать, потому что не было подрядчика. Сумма небольшая, там около 100 тысяч. Сейчас уже нашли фирму, которая дала добро, заключили договор. В Дом культуры ходит более 100 детей. Здесь 3 народных ансамбля. Из них 2 крымско-татарских – Ляле и Далгалар. Сколько еще находиться детям в условиях непригодных для занятий, неизвестно. Гульсум Халилова, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.